Здравствуйте, в эфире новости Центральноазиатского региона, в студии Андрей Рябченко, и сегодня в программе. Династия Рахмона у власти, чем руководит и владеет шахская семья, специальное расследование телеканала. Все страны Центральной Азии не свободны, все выборы подтасованы, рейтинг свободы прав, Freedom House. Больше властей Таджикистана и Узбекистана воруют только в Сомали и Судане, международный рейтинг коррумпированности общества. Семья Эмомали Рахмона захватывает Таджикистан, должности, предприятия и заводы, а сама республика становится все больше похожей на центральноафриканские диктатуры или средневековые монархии, где родственники шаха занимают все ключевые посты. Судите сами. Сегодня дочь Эмомали Рахмона назначена собственным отцом руководителем исполнительного аппарата президента. Мы провели собственное расследование, чтобы установить всех родственников Пешвомилата. Приготовьтесь, вас ждут сенсационные подробности о семье лидера таджикской нации, основателя мира и национального согласия Эмомали Рахмоне. Сегодня 38-летняя дочь главы государства Озада Рахмон сменила на посту Бахтиера Худайорзада, которому предрекают пост председателя Центральной комиссии по выборам и референдумам. Именно ему придется в скором времени организовывать плебисцит по принятию поправок в Конституцию, среди которых разрешение Рахмону избираться президентом бесчисленное количество раз и снижение возрастного ценза кандидатам. Так сын президента в 2020 году сможет выставить свою кандидатуру вместо отца. Но не только дочь президента занимает столь высокий пост в государстве. Его сын Рустам Эмомали в 25 лет получил звание генерала и возглавил таможенную службу республики. Спустя 3 года отец доверил ему пост главы антикоррупционного ведомства страны, после чего из органа были уволены около сотни сотрудников. Кроме того, Рустам серьезно увлечен спортом. Сегодня он глава футбольного союза страны, а ранее выступал за сборную. Что уж говорить, талантливый человек, талантлив во всем. Всего же у Эмомали Рахмона 9 детей, 7 дочерей и 2 сына. Сам он, самый младший сын, еще учится в школе и пока на должности не претендует. И если другие дети президента сами постов не занимают, то их супруги весьма высокопоставленные лица. Так, например, муж Азады Рахмон Джамаледдин Нуралиев занимает пост первого заместителя главы Национального банка, ведомства, которое отвечает за курс Самани и все валютные операции в стране, так как с недавнего времени любой обмен долларов вне банков запрещен. Он тоже разносторонняя личность, награжден званием «Заслуженный работник физкультуры и спорта», ну и заодно грамотой «Почетный финансист». Дочь Рахмона Фируза вышла замуж за Мухаммадзаира Сахибова, который до 2008 года возглавлял товарно-сырьевую биржу Таджикистана. После был назначен директором всех государственных закупок. По некоторым данным, он контролирует несколько доходных отраслей и является собственником 2 крупных базаров в Курган-Тюбе и Гиссари. Его племянник Зайнулло Сахибов, директор завода «Цементи Тоджик», крупнейшего промышленного предприятия по производству цемента в Душанбе. Другая дочь Эмомали Рахмона, Рухшана, замужем за Шамсулло Гуловым, который контролирует, по некоторым сведениям, компании по продаже нефтепродуктов «Фарос» и «Таджирон». Ранее они принадлежали убитому в Стамбуле оппозиционеру Умарали Куватову. Гулов также называется владельцем фирмы «Автосантал», курирующей сеть автошкол в Таджикистане. Он, кстати, тоже выдающаяся личность, избран президентом Ассоциации зимних видов спорта. Кроме того, он торговый представитель Таджикистана в Великобритании. Еще одна дочь Рахмона, Зарина, вышла замуж за сына Бега Зухурова, начальника службы связи при правительстве. Глава службы связи не раз становился героем анекдотов в республике, особенно после того, как пытался заставить главу Фейсбука Марка Цукерберга заплатить налоги. Именно его ведомство принимает решение о блокировке социальных сетей и сайта YouTube в республике. Сейчас служба связи строит единый коммуникационный центр, через который будет проходить вся телефонная связь и интернет с возможностью тотального контроля. Еще одна дочь Эмомали Рахмона, Парвина, вышла замуж за Ашрафа Гулова, ныне генерального консула Таджикистана в России. И именно через него идут платежи за справки мигрантам и оформление утраченных паспортов. Кстати говоря, Ашраф Гулов – сын Гула Ширали, бывшего министра энергетики и промышленности Таджикистана и бывшего председателя Госкомитета по управлению госимуществом. Сейчас чиновник на пенсии, но запомнился многочисленными скандалами, когда его обвиняли в продажах электроэнергии в Афганистан и Пакистан, в то время как население получало свет по 3 часа в сутки.
О еще двух дочерях Эмомали Рахмона, Тахмине и Фарзоне, известно мало. Однако это не все родственники лидера нации, которые занимают большие посты. Брат жены Эмомали Рахмона Хасан Садулаев, председатель правления одного из крупнейших банков Таджикистана, Орион банка, чистая прибыль которого в 2014 году составила более 4 миллионов долларов. К тому же он глава контролирующего фонда крупнейшего алюминиевого завода страны Талка. Капитал фонда еще 8 лет назад оценивался в 800 миллионов долларов. И он тоже талантливый человек, имеет звание лучшего банкира страны за 2007 год. Другой брат жены президента Амирулло Садулоев был заместителем председателя главы электрохолдинга страны Барки Тоджик, но в прошлом году сам Рахмон его и уволил, однако позднее поставил мэром города Курган-Тюбе. В 2012 году был убит зять Рахмона, муж его сестры Халмумин Сафаров, который на момент смерти был директором государственного предприятия лесного хозяйства и охоты. Племянник Эмомали Рахмона Давлат Али Саидов назначен первым вице-премьером республики. До этого он занимал должность главы комитета по делам молодежи, спорту и туризма, был послом в Японии и главой комитета по инвестициям и управлению госимуществом. Еще один племянник Сирош Гулмуродов возглавил налоговую службу Хатлонской области. Конечно, вся эта информация не подтверждена официально властями и навряд ли когда-нибудь подтверждена будет. Впрочем, так же было и в соседнем Кыргызстане, где родственники Курманбека Бакиева также заняли ключевые посты. Окончилось это революцией, жертвами среди мирного населения и позорным бегством некогда почти всесильного президента. Но даже если 20% этой информации по Таджикистану правда, то становится понятно, почему у страны такие проблемы с экономикой, с промышленностью и свободами. О последствиях кумовства для Таджикистана мы поговорили с экспертами. Как в Кыргызстане, то, что вы привели пример насчет Бакиева, в Таджикистане подобное невозможно, потому что у киргизов в 90-х годах, когда формировались демократические принципы восприятия руководства, государства, жизни и так далее, в это время над таджиками экспериментировал автомат. Да? Людей убивали, терроризировали в 90-х годах. И, естественно, у народа такой своеобразный иммунитет появился, который больше говорит о самозащите, нежели о защите своих свобод, прав, интересов и так далее. Поэтому маловероятно, что в ближайшее время что-то будет наподобие киргизских событий. Это раз. Но всякому терпению есть предел. Боюсь, что когда-нибудь взорвется. Да? И теперь к началу вопроса о непотизме, непосредственно непотизм. Я вижу в этих назначениях то, что сейчас одна родня, там близкие к семье, люди назначаются, я вижу два очень негативных момента, которые они будут в народе вызывать неафишируемые сильные раздражения. Какие моменты? Первое. Эти назначения дают сигнал народу, что таджики, вы никуда не годные, вы ни на что не годитесь, среди вас нет достойных людей, чтобы мы их назначали на должности, поэтому мы назначаем только членов своей семьи. Кстати, подтверждение этих моих слов говорит и то, что почти все министра, все руководители ведомства Таджикистана в своих выступлениях по отчетному году говорили, что у нас не хватает специалистов, у нас нет специалистов. Конечно, у вас не будет специалистов, если вы их не будете признавать и выталкивать из. И переходим к другим новостям Центральной Азии. Международная правозащитная организация Freedom House опубликовала доклад «Свобода в мире-2016», согласно которому во всех странах Центральной Азии ситуация с соблюдением свобод как политических, так и гражданских, мягко говоря, оставляет желать лучшего. Всего Freedom House оценила уровень политических и гражданских свобод в 195 странах. Их разделили на свободные, частично свободные и несвободные. Все 5 государств Центральной азиатского региона оказались в зоне несвободных стран.
По данным правозащитников, власти Казахстана, Узбекистана и Таджикистана добились усиления позиций через подставные выборы, избавившись от оставшихся в своих странах оппозиции. Даже парламентские выборы в Кыргызстане подтвердили опасения неблагополучной политической системы в стране с точки зрения плюрализма, говорится в отчете. Узбекистан занял 3-е место в рейтинге самых несвободных стран мира. Ему поставили 7 баллов из 7 по шкале ограничения прав. Аналогичная ситуация и у Туркмении. Страна находится на 4-й позиции в мире. Таджикистан хоть и занял 16-е место в рейтинге, но получил те же 7 баллов по показателю политических свобод и 6 баллов по уровню свобод гражданских. Правозащитников возмутил запрет партии Исламского Возрождения и арест ее активистов, подтасованные парламентские выборы и готовящиеся изменения Конституции. Казахстан занял 24-ю позицию с 6 баллами по показателю политических свобод и 5 баллами по уровню гражданских свобод. Кыргызстан же является самой свободной страной в Центральной Азии. Страна, где показатели политических и гражданских свобод оценены в 5 баллов, занимает 38-е место из 195, но и это очень далеко от идеала. Получается, что все выборы в регионе, согласно оценке правозащитников, были несвободными, включая президентские в Узбекистане и Казахстане и парламентские в Таджикистане и Кыргызстане. Можно ли считать власти этих республик легитимными? Мнение эксперта Григория Михайлова. Представляет интерес, потому что Freedom House сам по себе на примерно 80% финансируется Соединенными Штатами Америки. Поэтому в значительной степени их позиции и оценки соответствуют мнению Госдепа. Зачастую просто это те позиции и те оценки, которые сам Госдеп в силу определенных каких-то правил озвучивать не может. Подобными оценками, которые приводит Freedom House в очередном ежегодном отчете, мы можем видеть, что США и Вашингтон, в частности, не устраивает ситуация в Центральной Азии. В чем главным образом это не устраивает? В том, что сокращается влияние Соединенных Штатов в регионе, то, что лидеры стран региона в какой-то степени делают выбор в пользу ее конкурентов в регионе. Это, например, Китай, Россия и, может быть, страны исламского мира в меньшей степени. И ставя под сомнение легитимность выборов в регионе, США, собственно, и демонстрируют это недовольство. То, что с выборами в регионе хоть сейчас, хоть 5 лет назад, хоть 10, всегда были какие-то странности, где-то подтасовки, где-то нарушения, это не секрет для всех, кто здесь живет или занимается регионами. В принципе, Freedom House всегда критиковал эту прозрачность и так далее. Но при этом надо отметить, что на самом деле заключение Freedom House на реальные действия тех же самых США в регионе не влияют. Так же, как, допустим, абсолютно недемократичный строй в Саудовской Аравии не мешает Соединенным Штатам тесно сотрудничать с данной страной. Соответственно, эти оценки из области риторики. Но в любой момент, когда это будет сочтено нужным, Госдепартамент может взять их на вооружение для критики действующих режимов, допустим, и поддержки оппозиции в этих странах. Опубликованный еще один международный рейтинг, на этот раз уровня коррупции в мире. И вновь страны Центральной Азии в числе аутсайдеров. По данным международной организации Transparency International, в мире нет страны абсолютно свободной от коррупции, но страны Центральной Азии особенно подвержены ей. Кыргызстан, набрав 28 баллов из 100, встал в один ряд вместе с Казахстаном. Две страны разделяют 123 место наряду с такими государствами, как Гамбия, Гватемала, Ливан и Мадагаскар. При этом по сравнению с прошлогодним рейтингом ситуация в Казахстане ухудшилась на 1 балл, а в Кыргызстане все-таки улучшилась на 2. Таджикистану удалось набрать на 3 балла больше, чем в прошлый раз. С результатом 26 баллов он разделил 136 место с Нигерией и Коморскими островами. Узбекистан в этом году набрал 19 баллов, плюс 1 к прошлогоднему результату, и занимает 153-ю строчку рейтинга. Туркменистан отстает от него всего на 1 балл и делит 154-е место, наравне с Эритреей, Сирией и Йеменом. С вами были новости Центральноазиатского региона. Мы говорим то, что иные предпочитают умалчивать. До следующей встречи.